Наш эфир продолжает брифинг. Узнаем о приеме на службу по контракту в городе Нерюнгри. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как организована служба по контракту в Нерюнгринском районе? Добрый день. Дополнительный центр отбора граждан на военную службу по контракту в городе Нерюнгри продолжает свою работу по набору добровольцев в вооруженных силах Российской Федерации. Для поступления на военную службу по контракту необходимо иметь твердое желание стоять свободу, независимой страны, будущее детей и мирную жизнь родных и близких. Мы, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, должны сегодня уничтожать фашизм. Военнослужащим по контракту в зоне проведения специальной военной операции размер денежного удовольствия составляет от 210 тысяч рублей. Кроме того, при поступлении на военную службу по контракту прилагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны Российской Федерации, 250 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия, 150 тысяч рублей от Нерюнгринского района, а также 200 тысяч рублей прилагается семье военнослужащего. Дополнительный центр отбора граждан на военную службу по контракту в городе Нерюнгри находится по адресу улица Черепчинская, дом 33, корпус 3. Центр работает с 9 утра до 18 вечера без выходных и перерывов. Теперь переходим к новостям. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Развитие строительной отрасли и цифровизацию строительного сектора обсудили на конференции. Кого пригласили к участию и какие решения приняты. Дорогами Победы в рамках акции возложили цветы к памятнику городу-герою Москве. Также обсудили проблемы ветеранских организаций. Эти выходные на территории Якутии обещают быть жаркими. Информацию подтвердили в гидрометцентре. Расскажем о погоде в выходные. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Эта выплата будет автоматически начисляться без необходимости подачи заявлений. Новая мера направлена на реформу системы надбавок для ухода за такими гражданами. Ранее компенсационные выплаты в размере 1200 рублей получали неработающие и ухаживающие за инвалидами и пожилыми людьми. Теперь эти деньги будут направляться непосредственно самим пенсионерам и инвалидам, а также будут ежегодно индексироваться. Развитие строительной отрасли и цифровизацию строительного сектора обсудили на конференции. К участию пригласили и региональных застройщиков, представителей органов власти, корпораций развития, проектной организации. Спикеры выступили по вопросам перехода технологии информационного моделирования, которая необходима для повышения качества проектирования, а также для прохождения экспертизы дальнейшего строительства. Руководители обсудили цели и задачи развития отрасли до 2030 года и пути достижения результатов. Сейчас есть обязательства у застройщиков, которые привлекают средства дольщиков по переходу на ТИМ, технологии информационного моделирования. В связи с этим мы проводим постоянно такие мероприятия, чтобы подготовить застройщиков, предоставить им необходимую информацию как по нормативным правовым актам, так и по методологии перехода, предоставить инструменты по переходу, в том числе программные продукты, услуги по консультации, то есть полностью обеспечить возможность перехода для застройщиков. Открыта промышленная линия по производству щебня и отсева продуктов дробления с крупным речным песком. Группа компаний Starway впервые в Якутске производит щебень фракции от 5 до 20 мм из плотных горных пород. Полученные материалы отличаются повышенной морозостойкостью, прочностью и влагостойкостью. Материалы могут быть использованы в климате северных регионов для изготовления бетона, различных марок, в конструкциях мостов. Запуск производственной линии позволит улучшить качество строительства жилого квартала Ленские высоты. Материал, который сегодня выходит с этого комплекса, он отвечает всем современным требованиям. По качеству он не хуже тех, скажем, материалов, которые у нас ранее использовались. Даже по данным якутской ПНИС он даже лучше. Поэтому материалом уже заинтересовались наши дорожники, безусловно, строители. И компания ВИС, которая у нас будет строить мостовой переход через реку Лена.
А в селе Ой Хангаласского улуса введен в строй первый дом, построенный по программе переселения. Ключи от новых квартир получили 14 семей, 2 семьи выбрали денежную компенсацию и самостоятельно решили жилищный вопрос. Новый многоквартирный жилой дом, 4-этажный, внутри благоустроенные квартиры различной планировки, 1-, 2- и 4-комнатные. Это уже 4-й объект, введенный в эксплуатацию в Улусе с начала года по программе переселения. Ранее новоселье отметили в городе Покровске и селе Актемцы. До начала года ожидается ввод еще 2 домов, оба в селе Качкац. Подъезды очень хорошие, коридор очень огроменный, чистота, уют, домофон. Ну, все устраивает, как в городе. Вид из окна вообще прелесть. Там озеро и река видно, и не солнечная сторона. Но квартира, как видите, большая, и места хватит всем. Но переезжаем вот на днях, и отделка для первого раза нормальная. На год, на 2 пойдет, а потом уже будем под себя перестраивать. Всего 24 лесных пожара зафиксировали с начала сезона на территории Горного Улуса. На сегодня действует 1 лесной пожар общей площадью более 7 тысяч гектаров. Тушит огонь 137 человек. Локализованы 2 очага в местности Одуно площадью 35 гектаров и Камда площадью почти 2500 гектаров. Ликвидирован 1 лесной пожар на территории Маганинского наслега. Таким образом, общая площадь пожаров достигает почти 10 тысяч гектаров. Для тушения огня привлечено 220 человек, в том числе более 40 из местного населения. Активно ведется, как сказали, на 17-м пожаре. Там не должны допустить переход пожара через сделанные мимо полосы. Там осталось пропахать примерно 3 километра, и пожар, надеемся, будет локализован. Ждем ликвидации локализованных пожаров. Штаб общественной поддержки «Мы вместе» продолжает оказание помощи семьям участников специальной военной операции. В частности, это работа по дому, различные бытовые вопросы. Адресную помощь волонтеров семьи мобилизованных могут получить во всех городах, населенных пунктах и на слегах Якутии. Штаб волонтеров работает в тесном взаимодействии с органами региональной и местной власти, а также с координационным центром при Общественной палате республики. Также продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов. Так, с марта штаб собрал и отправил 100 тонн различных грузов. Сегодня отправлена очередная гуманитарная помощь наземным путем, более 400 килограммов гуманитарной помощи. А также штаб ежедневно принимает любую гуманитарную помощь в части пошива одежды, в части также гуманитарной помощи, которая сейчас необходима нашим бойцам. Также хочу сказать о том, что с начала специальной военной операции волонтерами общественного движения «Якутия с тобой» было направлено более 107 тонн гуманитарной помощи. Частью акции «Дорогами Победы» стал круглый стол, посвященный актуальным вопросам ветеранских организаций. В мероприятии приняли участие правительство республики, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, представители воинских отрядов и многие другие. По указу президента России Владимира Путина якутян наградили орденами мужества и храбрости различной степени. Московские гости вручили благодарственные письма за развитие патриотического воспитания в республике. Существует федеральный проект, который инициирован правительством города Москва, по которому непосредственно общественные организации, которые занимаются патриотическим воспитанием, проезжают через ряд регионов, он так и называется «Дорога памяти», и, соответственно, делятся мнениями, позициями, и вместе занимаются патриотическим воспитанием. Мы сегодня встречали гостей из города Москва, как субъекта Российской Федерации, представителей ряда общественных организаций, в основном ветеранского толка. Также в рамках акции «Дорогами Победы» возложили цветы к памятнику городу-герою Москве. В мероприятии приняли участие вице-премьер Ольга Балабкина, герой России Игорь Юргин, представители Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также молодежные и патриотические организации Якутска.
Акция «Дорогами Победы» направлена на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны Российской Федерации и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Напомню, акция проходит с 2010 года. Это большая связь между нашими городами, и я рад, что сейчас наши отношения не развиваются. Но я, как и говорил в своей речи, хочу сказать, плох тот народ, кто не чтит память своих предков. И, к сожалению, сейчас у государства, украинское государство, оно предпринимает те же попытки, что немецко-фашистские захватчики предпринимали в Великой Отечественную войну. Идем далее. Мобильная бригада врачей Минздрава Якутии посетит Алекминский район. Начиная с 13 августа узкие специалисты, распределенные на 3 команды, отправятся практически во все населенные пункты района для приема пациентов. В составе команд будут терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики, лор-врач, педиатр, невролог, хирург-уролог, а также медсестры. Напомним, по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в январе прошлого года был создан региональный центр мобильных бригад для предоставления медпомощи жителям арктических районов. А в Якутске отметили яркий национальный обрядовый праздник коренных малочисленных народов севера Якутии под названием «Кочевье». Мероприятие началось с обрядовых действий, общего кругового танца и торжественной церемонии открытия. На праздник собрались хранители самобытной культуры, традиционных отраслей, родных языков и древних традиций самых отдаленных районов. В течение дня посетителей ждала насыщенная программа. Это конкурсы среди семей коренных народов, национальные игры и уникальная выставка. И о погоде. Эти выходные на территории Якутии обещают быть жаркими. Информацию подтвердили в гидрометцентре. В северных районах ввиду активного циклона ожидаются небольшие осадки. Местами умеренные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В юго-западных, южных и центральных районах преимущественно без осадков. Температура воздуха остановится на отметке в 25-30 градусов тепла. Несмотря на это, с понедельника за холодным фронтом будет поступать арктический воздух. В связи с этим температура опустится до 17-22 градусов. В центральных районах ожидаются кратковременные дожди и пасмурная погода. Ну, конечно, погода будет нестабильная, она у нас меняется. И циклоны у нас при этой форме циркуляции широтной, они у нас будут частенько проходить по северу, по западу. Поэтому будет погода неустойчивая, можно сказать. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.